В Волгобекском районе Ингушетии продолжается контртеррористическая операция по пресечению деятельности вооруженной группы бандитов, которые в марте и апреле текущего года совершили ряд нападений на представителей сил правопорядка, в результате чего 3 сотрудников полиции погибли, 15 получили ранения различной степени тяжести. Совершившие преступления бандиты объявили себя сторонниками запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ. В результате комплекса действий органов безопасности, внутренних дел и Росгвардии в короткие сроки были обнаружены и в ходе перестрелки нейтрализованы 4 бандитов, еще 2 задержаны и заключены под стражу. На основании их показаний были обнаружены схроны с оружием и боеприпасами, а также установлены и задержаны 9 жителей Ингушетии и Чеченской Республики, оказывавшие пособническую помощь преступникам при их передвижении и поиске укрытия. Силами правопорядка проводится работа по выявлению иных лиц, оказывающих содействие преступникам. Розыск 2 оставшихся членов банды продолжается. В связи с этим глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов отметил, что у этих боевиков, посягнувших на мир и спокойствие в регионе, на жизни людей, нет ничего святого. Религия для них является лишь прикрытием для решения определенных задач по дестабилизации обстановки здесь, на Кавказе. У этих людей есть хозяин с далеко идущими политическими целями ослабить нашу страну. Именно они и втягивают нашу молодежь в радикальную деятельность. Сегодня в нашей стране и республике созданы все условия для соблюдения религиозной практики. В Конституции России закреплено право граждан на свободу вероисповедания. Нет никаких оправданий для тех, кто в священный для мусульман месяц идет убивать мирных людей. У всех этих бандитов будет один итог, прокомментировал ситуацию председатель антитеррористической комиссии Республики Ингушетия, глава региона Махмуд Али Калиматов. Правоохранительные органы призывают граждан, проживающих вблизи проведения КТО, сохранять спокойствие и бдительность, а также предупреждают тех, кто попытается оказать помощь преступникам, о предусмотренной законом уголовной ответственности.